Ассаляму алейкум, дуслар! Исәнмесез? Наверняка все знают, что слово «вперед» по-татарски будет «алга». В народе даже ходит шутка. Якобы у татар нет слова «назад». Они разворачиваются и «алга». Поэтому сегодня поговорим о средствах передвижения, названия которых вошли в русский язык через татарский. Ай да, алга! В эфире программа «Такой татарский русский». Начнем с водного вида транспорта. Каюк, каик – легкая небольшая лодка с плоским дном и двумя веслами. На севере – грузовое крытое судно без палубы с каютой на корме. Заимствовано в русский из татарского «каек», что означает «лодка», «челн», «ялик». Русский и немецкий лингвист-лексикограф Макс Фасмер и российский востоковед-тюрколог Василий Радлов пишут, что слово это есть в группе тюркских языков, а именно татарском, крымско-татарском, турецком, алтайском, киргизском и тувинском. Причем в алтайском и тувинском означает «весло», в остальных языках — «лодка», а в казанском татарском — «большая лодка» и даже «паром». Салы образовано от татарского «сал», то есть плот. Изготавливался этот вид судна посредством связывания камыша в ряд. Имеются и следующие значения: сплав леса, деревянный помост, настил из бревен. Радлов, помимо татарского, указывает на наличие слова в алтайском, казахском, турецком, шорском и крымско-татарском языках. Юдахин добавляет к этому списку киргизский. В двуязычных же словарях «сал» встречается также в узбекском, азербайджанском и монгольском языках. Перейдем к наземным средствам передвижения. Тарантас – четырехколесная конная повозка на длинных дрогах. Была распространена в России первой половины XIX века. Рассчитана, как правило, на 4 пассажиров. В сравнительном этимологическом словаре русского языка Николай Васильевич Горяев пишет, что слово вошло в русский язык через татарский. Следующее татарское слово – «колымага». Это закрытый экипаж с жестким креплением кузова к осям, использовавшийся в московском государстве в XVI-XVII веках. Первоначально колымагой назывался закрытый экипаж шатрового типа с кожаными пологами, закрывающими оконные отверстия, произошедший от колесных повозок кочевых народов, говорится в словаре древнерусского языка. Позднее колымаги приобрели кузов, подобный каретному, а слово «кузов» также пришло в русский, угадайте, с какого языка? Правильно, с татарского, конечно. Его татарскую этимологию подтверждают ученые Фасмер и Радлов. Караван – группа вьючных животных, перевозящих грузы и людей в пустыне или степи. Образован от татарского «карау» – наблюдение, охрана. Карауан означает то, что охраняют, защищают. Необходимо уточнить, в современном татарском литературном языке используется арабизированный вариант слова «караван», который пишется как «кярван». Это произошло в связи с массовым распространением среди татар арабской письменности и литературы примерно с XIV века. Тогда как в русском данное слово сохранилось даже более похожим на первоначальное его звучание на татарском языке. Ну и напоследок рассмотрим очень важное слово – тормоз. Ведь в транспорте главное тормоза, не так ли? Да и не только в транспорте. Порой нам всем их так не хватает. Тормоз происходит от старотатарского «тормаз». Буквально означает «а то не остановится, не встанет». Так назывались колодки, используемые для торможения телеги, предохраняя ее от скатывания при подъеме, и используемые также при крутом спуске. Интересно, что тормоза называются так в большинстве тюркских языков и не в одном западном, так что несложно сделать выводы. Ну а мы притормозим на сегодня. Спасибо за внимание. Встретимся в следующих выпусках. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Ассаламу алейкум.